Сегодня мы расскажем вам о самом большом музее в Центральной Азии, который находится в городе Урумчи, столице уйгурской автономии. С древних времен Уйгурский край был ключевым перекрестком Шелкового пути. Предки уйгуров оставили бесценное культурное наследие и создали уникальную и великую уйгурскую цивилизацию, которая стала определяющей для всей Центральной Азии. Этот музей был основан в 1959 году прошлого века и все время строился и расширялся, чтобы вместить огромное количество уникальных музейных артефактов древностью более 4000 лет. Музей имеет статус национального музея первого класса и является главным историческим культурным центром уйгурской автономии. Сейчас в музее открыто 8 выставочных залов, которые занимают площадь почти 50 тысяч квадратных метров. Но уже завершается строительство новых павильонов, которые увеличат выставочную площадь в 4 раза. Уже сегодня музей ежегодно посещают более 2 миллионов туристов, а с увеличением выставочных залов их станет еще больше. В музейной коллекции насчитывается 65 тысяч экспонатов, из которых более 60% относятся к государственным реликвиям первого уровня. На первом этаже сувенирные магазины, где туристы любят покупать на память красочные альбомы с репродукциями, всевозможные сувениры, брелки и даже сладости. На втором этаже зал 3 о национальных костюмах, 5 о мумиях, 6 посвященный партийной истории, а также в здании второй очереди залы 7, 8, 9 с историческими реликвиями уйгурской автономии и 10 с выставкой древних документов. С момента открытия в 10 утра мы видим множество туристов в длинной очереди. Все хотят посетить наш музей. Содержимое, конечно, очень богато. Можно целый день посвятить осмотру и не успеть все увидеть. Но зато все могут успеть купить сувениры на первом этаже. Мы изготовили веера, закладки, наклейки. Все это с логотипами нашего музея. Кроме того, у нас есть фирменные леденцы «Хутан», которые очень нравятся детям, а также маленькие блокноты, ароматические саши и другие товары, которые выбирают туристы. Большой популярностью у туристов пользуются 4 персонажа «Сокровища Шелкового пути», девушки, точные копии статуэток знатных дам из музейной коллекции. Они – озерные духи 4 знаменитых уйгурских озер – Багдакёль, Сайрам, Канас и Баграшколь. Отсюда и их цвет – темно-зеленый, синий, изумрудный и закатно-розовый. Пройдемте, посмотрим музейные экспозиции. Мы идем на выставку исторических реликвий уйгурской автономии. Здесь представлено более 1800 экспонатов. В зале, где нет пометки «Копия», все оригиналы. Здесь представлена вся древность уйгурской автономии: текстиль, кожа, бумажные документы, монеты, уйгурские и другие традиции и обычаи. Все как специальная выставка. Количество представленных культурных реликвий довольно велико. Экспозиция длинная. Она разделена на 3 зала. 7 зал – период до нашей эры. 8 – период от начала эры до конца первого тысячелетия. 9 – с конца первого тысячелетия до начала второго. Здесь представлены политическое, экономическое и культурное развитие уйгурского края, а также археологические находки. Это место, которое туристы посещают по много раз. В основном здесь государственные реликвии первого уровня. Их оригиналы представлены в 8 зале. В этом зале представлены хорошо сохранившиеся текстильные, кожаные, а также некоторые деревянные изделия и другие предметы, найденные в уйгурской автономии. Например, самые ранние бумеранги, которыми пользовались дети 3000-летней давности, а также бараньи ребра, запеченные в тандыре, и самые ранние лепешки. Все это возрастом от 3000 до 2200 лет. Здесь также представлены манускрипты и переписка между центральными равнинами и западным уйгурским краем. В настоящее время в нашей культурно-творческой выставочной зоне представлены серии «Волны чайного озера», «5 звезд», «Странная река». Помимо наших фирменных артефактов, здесь также проходят выставки других экспонатов. В древности государства Западного Уйгурского края были объединены под названием 36 государств Западного края, общей численностью населения около 300 тысяч человек. В то время в столице империи Хан-Чиньяне проживало 240 тысяч человек. Самым густонаселенным среди 36 древних уйгурских государств являлась Куча,
где проживало более 81 тысячи человек. Вторым по численности был Карашар с населением более 32 тысяч человек. Он расположен у Тяньшаня, граничит с другими древними уйгурскими государствами. Древний город Ярхата – это грандиозное и таинственное место. Там было 480 дворов, 3360 человек, 500 воинов. Здесь было найдено большое количество документов, включая нашу главную реликвию – трактат Цанцзэ-Пянь. В ту эпоху у Шелкового пути было две дороги. Они начинались из Лаяна и Чиньяни, шли через Хэсийский коридор, достигали Дуньхуана, а затем в Уйгурском крае шли на юг и север. Южный путь шел через древний уйгурский город Ния, Кирия, Хатан и заканчивался в Индии. Северный шел через Турфан, Карашар и Кашгар, далее в Персию и Византию. Много древних печатей, они довольно маленькие, в основном из бронзы. Сбоку на каждой есть маленькое отверстие, чтобы можно было завязать веревочку и носить с собой. Печать в тот период была не просто для официальных бумаг, она была символом статуса и власти, играла роль пропуска на контрольных пунктах Шелкового пути. Уйгурский край был в самом сердце обмена и взаимного развития древних цивилизаций Востока и Запада. Благодаря уникальному сухому климату уйгурской земли сохранилось множество древних произведений, предметов быта и инструментов, которые больше нигде не сохранились, включая знаменитые мумии Тарима. Предлагаем вам просто пройти по выставочным залам и посмотреть на уникальные артефакты древней уйгурской цивилизации.